Минприроды региона совместно с прокуратурой сейчас разбираются в причинах регулярных возгораний на мусорном полигоне в городе Сунжи. За свалку отвечает региональный оператор «Экосистема». Открыт федеральный объект в 2018 году и с тех пор частенько дает о себе знать всем окружающим. Местные жители жалуются на задымление воздуха. Репортаж Хавы Газиковой. Находиться на этом месте без маски просто невозможно. Невыносимый запах дыма, от которого слезятся глаза. Ситуация еще обостряется тем, что под пламя попала львиная доля изделий из пластика и упаковочной тары. Так дым содержит в себе коктейль токсинов, тяжелых металлов, ртути, свинца, углекислого газа, мышьяка. Все эти ядовитые вещества негативно сказываются и на здоровье граждан, которые проживают в непосредственной близости от свалки. Страдает от нее и окружающая природа. Площадь мусорного полигона 5 гектаров. Это федеральный объект. Территория находится под ответственностью регионального оператора «Экосистема». По словам руководства, с возгоранием они сталкиваются регулярно. Причина в следующем. Возгорание происходит только лишь потому, что наши граждане, иногда упаковывая в пакеты твердокоммунальные отходы, иногда до этого поджигают его дома, вот так вот. После этого угольки попадают к нам, в смысле транспортируются на полигон. Бывают случаи, когда мы еще утилизируем его. Загорается он и все. В таких условиях Багаудин вместе с семьей живет 1,5 года с тех пор, как приобрел участок недалеко от мусорного полигона. Сейчас об этом решении жалеет. Чтобы нормально дышать, нужно закрывать окна. Я беспокоюсь за себя, за своих детей, за близких. Но здесь дышать вообще невозможно. Выходить на улицу невозможно. Окно нельзя открыть. Заветное сейчас настало. Здесь ведутся работы по тушению очагов возгорания. Пламя разойтись еще не успело. Повезло, что не было сильного ветра, заявляют специалисты полигона. Общая площадь возгорания 100 квадратных метров. При входе стоит охрана, есть ограждение. Так что, как заявляет руководство полигона, просто так сюда не попасть. Сейчас на месте прокуратура и Минприроды региона оценивают обстановку. Было решено подвозить землю, чтобы уменьшить задымление, а также подключить по мере необходимости Главное управление МЧС. Это прерогатива Росприроднадзора, и дальше необходимые мероприятия должны провести они совместно с органами прокуратуры. В прошлый раз также нами были локализованы и все силы и средства всех органов. Мы вместе все это локализовали. Дело в том, что мы таким же образом будем и сейчас действовать. В прошлый раз за данное нарушение непосредственно полигон был привлечен к административной ответственности в размере около 500 тысяч рублей. Руководство полигона уверено, это не последнее возгорание на свалке. Поэтому в течение нескольких недель они будут выстаивать мусор, прежде чем он пройдет утилизацию. Это позволит минимизировать количество непредвиденных ситуаций. Хава Газикова, Магомед Шаухалов. Новости 24.